участие в круглом столе. За одним столом представители туризма России и половины исламского мира. В этом зале обсуждают совместные перспективы. В 2023 году, по оценкам экспертов, количество поездок россиян в страны Ближнего Востока вырастет в 1,5 раза и составит больше 2 миллионов человек. Но у нас Казань посещает в год больше человек, поэтому мы видим огромный нереализованный потенциал. Российская сторона озвучивает цифры. Если раньше наша страна ориентировалась на европейского туриста, то в последние 3 года западных гостей стало меньше. Зато на 15% ежегодно растет турпоток из стран исламского мира. Во многом благодаря Татарстану. Сегодня у нас будет возможность непосредственно с нашими коллегами из других стран поговорить откровенно на тему того, как они видят перспективу развития их отношений с нашей страной. И лучшее место, чем Татарстан, я считаю, для этого избрать было сложно, потому что Татарстан для меня, я думаю, что для этих гостей, можно сказать, такие исламские ворота в Российскую Федерацию. Сегодня как Россия заинтересована в туристах из Ближнего Востока, так и исламские страны в гостях из нашей страны. Пример Мальдивы, которые называют Россию своим центральным рынком. Половина туристов – россияне. Я верю, что в дальнейшем мы сможем снять все ограничения, сделать безвизовые посещения. Мы сможем свободно ездить друг к другу, как туристы и не только. Все мы друзья, это мое личное мнение. Как замечают гости, Татарстан и вправду часто влюбляет с первого взгляда. Во-первых, радушие, во-вторых, архитектурой, в-третьих, инфраструктурой, ну и, конечно, кухней. В чем-то восточной, в чем-то европейской, но самое главное, абсолютно халяльной. По словам участников сессии, мешают формальные преграды. Отсутствие прямых авиарейсов, логистика. Россия и Иран уже подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. И, к примеру, визы теперь можно получать в течение часа прямо по прибытию в аэропорт. Буквально на этой неделе, в среду, состоялся первый прямой рейс Тегеран-Казань. Это открылся регулярный рейс. Теперь он будет летать 2 раза в неделю. И это очень важный шаг в развитии взаимных туристических потоков между Татарстаном и Ираном. И мы сейчас активно работаем над привлечением туристов. Мы подписали меморандум о взаимопонимании между Россией и Ираном. И документ, а вместе с ним принимаемый ряд мер, помогут запустить постоянный авиапоток между Тегераном и Казанью. В ближайшем будущем Иран мог бы стать более открытым к России. Будут отменены визовые ограничения. А сегодня мы говорили и о том, какие условия наши страны будут создавать для комфортного туризма и ведения бизнеса друг у друга. В свою очередь, Египет называет себя опорной страной для России в Африке и предлагает усиливать у себя экономическое присутствие. Уже сегодня наша страна строит в Египте самую большую в Африке АЭС, которая обеспечит 10% всей электрогенерации государства. Приступает к созданию российской промышленной зоны и зернового хаба в Суэцком канале. Российско-египетский деловой совет предлагает пойти дальше, открывать еще и новые производства, тем самым создавая в Египте новые рабочие места, а для себя находить новые рынки сбыта. Продукция Каира поставляется в половину стран мира. Это инструмент идеально для релокации производства и внедрения на те рынки, которые то ли сейчас закрыты по политическим причинам, но с которыми даже и раньше у России не были таких выгодных условий. По словам посла Египта в России Назиха Наггари, именно на Казан-форуме можно подробно обо всем договориться. Татарстан – это очень важный мост между Россией и исламским миром. Всегда очень приятно бывать в Казани, включая и эту конференцию, потому что это реальные возможности обсуждать и исследовать перспективы сотрудничества между бизнесом Египта и России, между многими исламскими странами, присутствующими здесь и Россией. И я благодарю Татарстан и команду Рустама Минниханова, хозяев этой площадки, за организацию такого события. Как сегодня отметили эксперты, пришло время гармонизировать экономические отношения и ввести стандарты между Россией и исламскими странами. Это позволит сделать совместную работу более понятной и прогнозируемой. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.